Салам алейкум, хурматли милләттәштәр. Здравствуйте, уважаемые башкортостанцы. Сегодня я хотел бы поговорить о том будущем, которое нас всех ждет. На мой взгляд, я буду говорить о вещах, которые, как я вижу, произойдут. И эти вещи достаточно нелицеприятные. Это, на мой взгляд, все будет очень трагично. Так вот, начну с того, что в последнее время многие аналитики, многие политики начали говорить о том, что Россию ждет гражданская война. Я уже до этого тоже так же говорил, и я точно так же считаю, что нас всех ждет большой кровавый передел сфер влияния, передел власти, ну и много всего. Будет все очень трагично. Надо это понимать, я не сгущаю краски, я так вижу, я так считаю. Почему я так считаю, сейчас объясню. Дело в том, что сегодняшний режим, который в России, путинский режим, он уже подвел Россию к той черте, когда уже назад дороги нету. Против России сегодня, скажем так, весь цивилизованный мир. На него наложили огромное количество санкций. Эти санкции не снимут. Эти санкции будут душить экономику. Соответственно, население российское, вообще вся промышленность, вообще вся экономика будет жить все хуже и хуже. Это первое. Второе. Война, которая развязала, которая Россия против Украины, которая несет огромное количество жертв как со стороны украинского населения, так и со стороны солдат с обеих сторон. За все это Россия будет отвечать в любом случае. Будет ли это новый Гаагский трибунал, или это будет полное поражение Москвы, Кремля на территории России уже. Я не знаю, как это произойдет, но в любом случае Россия проиграет, это понятно. И на данный момент выиграть у нее шансов нету. Когда это произойдет быстро или это произойдет через несколько лет, неважно. В любом случае она проиграет. Но чем дольше этот режим сохраняется, этот путинский кровавый режим, тем трагичнее будут дальнейшие события в России. Если вот он рухнет прямо сейчас, тоже скажем так, будет гражданская война, но, возможно, не в таком количестве, как будет, если он продержится, этот режим, еще несколько лет. То есть, чем дольше он стоит, этот режим, тем более трагичнее, кровавее будут события в дальнейшем. Гражданская война будет, я считаю, в любом случае. Об этом сегодня, я еще раз говорю, многие говорят. Недавно Гиркин Стрелков об этом тоже говорил. И нам, жителям Республики Башкортостан, башкирам, нужно это осознать и готовиться. Я еще раз говорю, я не сгущаю краски, я уверен, что так оно будет. Надо просто это признать. Слишком очень много противоречий. Слишком много уже накрутилось до такой степени, что это просто так уже не распутать, этот клубок противоречий. Дальше. Гражданская война в России начнется между сторонниками Путина, скорее всего, которые захотят вернуть Российскую империю, в том виде, который она сейчас существует. Те национальные республики, которые захотят отсоединиться, в том числе и Республика Башкортостан, эти проимперские силы попытаются их вернуть обратно в империю. То есть это внешние гражданские войны могут начаться между республиками национальными, между какими-то регионами, которые захотят отсоединиться, как допустим, Уральская республика, Сибирская республика и так далее. Их попытаются вернуть силой. Также и гражданские войны внутри
самих регионов могут быть. Потому что, я еще раз говорю, противоречия очень сильные. Очень большая поддержка сегодня у Путина. И эти люди, после того, как Россия проиграет и начнет выплачивать контрибуции, начнет возвращать земли завоеванные, да, аннексированные, Крым, там, Донбасс, Южная Осетия, Абхазия. Все это очень больно ударит по самолюбию вот этих имперцев, которые сегодня поддерживают Путина. И рано или поздно такие люди, допустим, как там Гиркин, Стрелков, да, как Холмогоров, Крылов, то есть они рано или поздно, их, конечно, всех демилитаризируют, этих людей, их арестуют, им потому что бежать некуда. Они, скорее всего, попадут под трибунал, будут осуждены. Но я имею в виду, такие подобные им люди, они рано или поздно выскочат. То есть это будет второй Гитлер ли, не знаю, как это будет происходить, но реванш, люди, больные реваншизмом, появятся в любом случае. Вот. Нам к этому надо быть готовыми. Что ждет Республика Башкортостан? Республика Башкортостан очень тоже у нас в Республике Башкортостан, к сожалению, есть до сих пор сильные проимперские силы русских националистов, которые сегодня себя чувствуют очень комфортно в республике, открыто занимаются сколачиванием своих организаций, силовых организаций, где молодые, сильные, здоровые парни собираются по идеологическим национальному признаку, да, по русскому. То есть ничего не имею в виду против русского населения, я против имперцев. К сожалению, сегодня в Республике Башкортостан они достаточно сильные. Они прикрываются вот этой вот поддержкой Донбасса, поддержкой Луганской и Донецких республик, организовывают сборы какие-то там, да, помогают беженцам, которые оттуда приехали, организовывают там отправку гуманитарной помощи. Ну и на фоне этого они самоорганизовываются, соответственно, и идеологически распространяют свои идеи среди русского населения, заражают их своей имперскостью. Ни для кого не секрет, уже многие годы эти люди мечтают создать из Республики Башкортостан русскую губернию. Хотят вернуть ее. То есть они хотят ликвидировать национальные республики. Здесь, в Республике Башкортостан, именно касается нашей республики. Они хотят ее ликвидировать и хотят сделать просто обычную губернию под названием Уфимская губерния, как она когда-то и была. У них эта идея фикс, они ее постоянно продвигают. Эти люди, они на виду, они не скрываются. Некоторые их лидеры работают там в БГУ, преподают, да? Кто-то открыто там, журналистами работает, открыто пропагандирует свои идеи, ну и так далее. То есть их всех знают. Вот. И силовые наши структуры, ФСБ, МВД, все их знают, но их не трогают. Почему? Потому что свои. Эти люди для них свои, они делают то, что для них это выгодно, то, что нужно. Потому что ни для кого не секрет, что и Путин много раз говорил о том, что Ленин якобы заложил мину замедленного действия, когда создал национальные республики. На мой взгляд, чем дольше продержится режим, тем большая опасность ликвидации национальных республик. Их, скорее всего, ликвидируют, если путинский режим устоит. Это ждет все национальные республики неизбежно. Теперь я хотел бы поговорить в дальнейшем, то есть заканчивая мысль свою первую, я еще раз говорю, нас всех ждет гражданская война, достаточно, наверное, кровопролитная, придется воевать, придется, к сожалению, быть готовыми к тому, что будут жертвы, но без жертвы свободы не бывает. Либо нас попытаются нагнуть в очередной раз, запугать, задавить и тем самым вернуть нас, скажем так, в стойло, где мы сейчас находимся, где сейчас находится наша республика. Я напомню, что наша республика на сегодняшний день это просто колония, которая не имеет никаких прав,
где мы не выбираем себе руководство республики, у нас нету сейчас президента, у нас нету нормального парламента, где бы мы могли бы выбирать своих депутатов. У нас нету национальных партий, которые запрещены, региональные национальные партии, они все на сегодняшний день запрещены. Мы не можем создать свою национальную партию. Вот, допустим, если бы организация Башкорт на сегодняшний день существовала бы, она бы легко могла бы стать бы партией и собрала бы, я уверен, что большое количество своих сторонников и уверенно продвинула бы несколько десятков депутатов в Госсобрании Курултай. Но из-за политики Москвы этого не происходит. У нас все силовые структуры подчиняются напрямую Москве: ФСБ, МВД, прокуратура, Следственный комитет. Все судьи назначаются из Москвы. Поэтому говорить о каком-то серьезной какой-то суверенности нашей республики не вижу смысла никакого. Почему? Потому что она не суверенная. Еще раз говорю, она просто колония, из которой выкачивают ресурсы. Как природные, так и людские. Людские, вы сами видите, да, что наши люди в основном все уезжают на заработки. Кто на севера, кто в Москву. А сейчас еще едут зарабатывать деньги и воюя с украинцами. Так вот, надо быть готовыми. Что значит надо быть готовыми? Это значит, я не буду говорить это открыто, эти слова, но любой мужчина понимает, что значит быть готовыми к большим кровавым событиям в гражданской войне. Надо готовиться просто внутри себя, понимая, что это произойдет, и чтобы защитить свою семью, защитить свою республику, защитить свой народ, что для этого нужно, каждый мужчина знает. Вот это я хотел сказать. Теперь следующее по поводу, недавно тут выложил у себя на канале, на своем телеграм-канале, тот самый из Башкорт, информацию о том, что когда-то была такая идея у лидеров башкирского национального движения в начале 20 века, вот Заки Валиди там, да, и у казахских лидеров объединение Башкирско-Казахскую республику. То есть они пытались, как такой проект, предложить в Москве. На мой взгляд, к счастью, его отклонили. Почему я так говорю? Потому что, глядя на то, что сейчас происходит в Узбекистане, а именно в Каракалпакстане, я понимаю, что вот эти союзы малых народов с большими народами, они ни к чему хорошему не приводят. Я очень уважительно отношусь к казахам. Я считаю их самым близким народом, ближе, чем татары. Пусть татары не обижаются, татары для нас тоже близкий, родственный народ, но казахов я считаю намного ближе по культуре, по традициям, по родоплеменному построению. Они нам часто помогали в восстаниях. Ну, я еще раз говорю, я казахов считаю большими, близкими нам людьми, родственными, чем татары. Хотя татары, еще раз говорю, это тоже очень-очень-очень близкий для нас народ. Я уверен, что если у Татарстана, когда начнется гражданская война, будут проблемы внутри республики своей, то с такими же имперцами, которые там в Татарстане точно так же очень сильны, я уверен, что башкиры обязательно помогут татарским братьям отстоять свою республику, свою независимость. Так вот, возвращаясь к этому проекту Казахско-Башкирской республики, я считаю, что хорошо, что она не состоялась. Почему? Я объяснил, да, что когда объединяется достаточно многочисленный и малочисленный народ, ни к чему хорошему это не приводит. События в Узбекистане это показали прекрасно. 30 лет назад каракалпаки подписали договор с Узбекистаном, с узбекистанской властью, да, о том, что они там, у них своя республика, свой президент, ну, в общем, на правах автономии. Также было прописано в Конституции, что они в любой момент имеют право на выход с Узбекистана.
И вот сегодня, как по крайней мере нам заявляют, да, официальные источники, как с каракалпакской стороны, так и другие независимые источники, этот пункт из Конституции хотели убрать. Президент Узбекистана хотел убрать. Все это привело к большим последствиям. Все мы видим сейчас в Каракалпакстане льется кровь, уже есть жертвы. Народ, естественно, это не стерпел. Уже началось восстание, да? Восстание народа. Святое право каждого народа восстать против несправедливости, против угнетения своих прав. Так вот, если бы башкиры точно так же объединились с казахами, я не знаю, вполне возможно, мы бы жили бы душа в душу, радовались бы, но вполне возможно, все привело бы к точно таким же последствиям. Поэтому лучше жить, я считаю, на мой взгляд, жить по отдельности, дружить на расстоянии, ездить друг к другу в гости с визитами, гостить друг у друга, туристами ездить, обмениваться какими-то там подарками с братскими казахскими друзьями, да, с татарскими друзьями. Но никакие не объединения нам не нужны. Каждый должен жить сам по себе. Поэтому я и против федерации. Поэтому я против того, чтобы вот как сейчас очень много сейчас идет обсуждение о том, какое будущее ждет Россию. Многие там предлагают федерация, на обновленной федерации, на обновленных условиях. Там опять много полномочий дадут республикам, ну и другим регионам. Я в это не верю. Я считаю, что как только центр укрепится в очередной раз, сейчас он слабый, то есть в час X он станет слабый, регионы получат опять себе столько полномочий, сколько смогут проглотить. Но пройдет какое-то время, и вот эта имперская суть России, она вновь возобладает в мыслях тех людей, которые будут сидеть в центре. И опять у нас все заберут в очередной раз. Поэтому я за независимость Башкортостана, это максимум. Как минимум, это конфедерация. Конфедерация, где каждая республика будет сама управлять полностью своей территорией, вести свою политику, управлять своей экономикой. Вот что-то по типу Евросоюза, да, то есть с единой армией, которая будет состоять из армий этих республик, входящих в конфедерацию, возможно, с единой валютой, с бестаможенными границами, и все. Остальное каждый будет жить сам по себе. Потому что то, что мы сейчас, через что мы сейчас проходим, такое будущее меня не устраивает. Я уверен, что не устраивает и весь наш народ. Так, следующее, что я хотел еще сказать, это сегодня мне сообщили о том, что ко мне пришло уведомление, моим родителям пришло уведомление по мне. Меня вызывают там на дачу объяснение по административной статье 20.3.3 КоАП. Я посмотрел, это дискредитация вооруженных сил Российской Федерации. То есть то, о чем я постоянно говорю в своих видео, пишу в статьях. То есть за это меня сейчас вызывают там и собираются что-то заводить там, да. Написали, что если я не приду, там без меня рассмотрят. Ну, пожалуйста, рассматривайте. Я не признаю ваши законы российские. Вы настоящие преступники. Вся ваша армия давным-давно уже дискредитирована своими теми действиями кровавыми, которые вы творите в Украине. Вас, Российскую Федерацию,
и власть, Российскую Федерацию ждет развал, а власть, которая сегодня преступно сидит в Кремле, ждет трибунал, суд, и вы будете все нести ответственность за все те злодеяния, которые вы творили десятилетиями. Так что клал я на ваше вот это уведомление, которое вы мне прислали. И заканчивая, я хотел сказать по поводу того, что я недавно делал, не так давно делал обращение к башкирам зарубежья по поводу объединения, то, что нужно объединяться в это время, нужно как-то стараться сделать как можно больше пользы для нашей республики, потому что на сегодняшний день, надо честно признаться, башкирское национальное движение в Республике Башкортостан не может вести какую-либо деятельность, потому что очень сильно репрессивная машина, не может говорить прямо и открыто о тех проблемах, которые есть на сегодняшний день в Республике Башкортостан, в башкирской нации нашей. Об этом сейчас сложно говорить, потому что в любой момент могут с тобой прийти. В 5 утра проснешься от того, что тебе дверь выламывают. Так вот, эти все действия башкирского национального движения можно вести сегодня только за рубежом. И это делаем мы, башкиры, зарубежье. И после моего обращения ко мне обратилось очень много башкир, которые живут в разных странах. Сегодня мы все объединились, создали свою группу, общаемся, намечаем какие-то планы, действия. Поэтому я думаю, что все будет у нас хорошо, за нами правда. Ну и заканчивая, хочу сказать, что Башкортостан будет свободным, а Путин и все его вот эти вот, которые сидят у нас в республике, все его слуги путинские, Хабиров, Бадранов, и так далее, все они понесут ответственность за все то, что они сейчас творят. Вы прекрасно знаете, да, что они собирают тут батальоны, отправляют людей на убой в Украину. Все за это, за все придется ответить в любом случае. Еще хотел такую тему обсудить. На мой взгляд, как я уже говорил о том, что час X в любом случае настанет. И, скорее всего, рано, чем поздно. И, как я уже сказал, нам всем надо быть готовыми. А готовыми нам надо быть в первую очередь к тому, что нашу власть в первую очередь попытается захватить. То есть, я же говорил, есть несколько сил, да, центров силы, которые будут пытаться захватить власть в Республике Башкортостан. То есть, одна сила — это вот русские имперцы, которые попытаются, да, здесь развязать большую кровавую кашу. И одна из самых тоже таких опасных сил — это сегодняшняя власть. Хабирову бежать некуда. Когда рухнет режим, ему бежать некуда, он попытается, если Россия проиграет и сюда войдут войска, то, естественно, он будет арестован. Если же просто произойдет переворот в Москве, допустим, да, рухнет центральная власть и по всей стране наступит анархия, Хабиров попытается захватить власть здесь. То есть, не то что захватить, удержать. Он и так сейчас у власти. Все рычаги власти, все рычаги влияния находятся у него. Все люди, рассаженные им, точно так же будут пытаться остаться у власти. Потому что они прекрасно понимают, что как только, если народ захватит власть, их всех ждет суд. Это в лучшем случае суд. А в худшем самосуд. Они, может, даже и не успеют никуда добежать там, да, до своих деревень, спрятаться. Никуда спрятаться они не смогут. Вот, максимум Северная Корея, может быть, примет их. Так вот, они это прекрасно понимают, поэтому они будут пытаться здесь удержать власть в своих руках. Вполне возможно, вот эти батальоны, которые они сегодня создают, там, да, Шаймуратов, имени Шаймуратова, вот это вот Доставалова, второй батальон, они сейчас, вполне возможно, они будут делать ставку на них, потому что в полиции и
в других силовых структурах работает очень много тех людей, которые не пойдут против своего народа. А вот такие вот люди, которые готовы за деньги убивать, которые идейные едут убивать в Украину людей, вполне возможно, они смогут поднять оружие и против своего населения. Он будет делать ставку именно на такие силы. Ну, плюс будет подкупать элиту частично. И вот здесь я хочу предупредить нашу башкирскую элиту в том, что если вы предадите интересы Республики Башкортостан, интересы нашего башкирского народа, башкирской политической нации, то вам народ это не простит. Максимум, может быть, Хабиров сможет удержать там на несколько месяцев, ну на год. Но я не знаю, там, если очень сильно кроваво подавит там всех, да, там, ну, может, еще там несколько лет. Но это я вообще сомневаюсь, это самый маленький процент я отдаю, что он вообще сможет удержать власть. Но те, кто перейдет на его сторону, и те, кто будет подавлять восстание людей в Башкортостане, их всех ждет очень печальная участь. Поэтому, еще раз говорю, будьте готовы к тому, что наступит гражданская война, и выбирайте правильную сторону. Мы в любом случае извлекем все ошибки из тех лет, которые мы находимся в составе этой империи. Мы извлечем ошибки из тех договоров 3 раза, которые подписывали, да, с этой империей. То есть во времена Ивана Грозного, когда Заки Валиди подписывал и когда Рахимов подписывал. Все 3 раза эти договора были нарушены. Мы извлекем из этого урок. Мы больше не будем подписывать никакие договора именно с центром. Никакие договора не будут подписаны. Максимум договора могут быть подписаны только с соседними какими-то государственными образованиями, такими как государство Татарстан, государство Уральская Республика и так далее. Но не с каким центром. Так вот, те люди, которые будут мешать вот этим событиям и будут пытаться сохранить вот это вот образование, которое сегодня есть, под составом Российской Федерации, они все проиграют. Российская Федерация в любом случае развалится. Уже те народы, которые в нее составляют, они никогда не вернутся в нее вновь. Я приводил в своем посте аналогию с 17 годом, когда произошла революция, и белое движение пыталось, когда вспыхнуло национальное движение по всем окраинам Российской империи, когда начали образовываться республики, украинская, там, да, Азербайджан образовал республику свою, Башкирская республика, естественно, ну и так далее. Финляндия отделилась, Польша отделилась, да, то есть национальное самосознание на тот момент было очень сильное у народов. И вот белое движение это не поняло. Не поняло, и за это она поплатилась. Они хотели вернуть ту империю, которую они помнили, да. Они хотели вернуть вот эту вот единую, неделимую, большую Российскую империю, но они не поняли то, что время этой империи прошло. Она сгнила, она рухнула и развалилась, ее невозможно собрать уже. Но они упорно пытались это сделать. Кто знает историю, они отказали тому же самому генералу Маннергейму, который возглавил финское национальное движение. Генерал Маннергейм предложил 100 тысяч штыков для того, чтобы выбить красных из Петрограда. Предложил Колчаку, сказал, что давай, вот вы нам даете независимость официально, то есть чтобы все это было официально, вы признаете нашу независимость, а мы вам помогаем выбить красных из Петрограда. Колчак отказался, сказал: нет, Россия была и будет единой и неделимой. Все. Юденич был разбит под Петроградом, Петроград устоял. Финляндия так и так получила свою независимость. Ну и что далеко ходить? Башкирское наше национальное движение точно так же перешло на сторону красных только потому, что Колчак отказался признавать нашу национальную республику башкирскую,
отказался признавать наше правительство башкирское, велел его распустить. Соответственно, чтобы спасти нашу республику башкирскую, Заки Валиди со своими соратниками выбрали решение перейти на сторону красных, которые обещали сохранить республику. То есть красные на тот момент поняли то, что времена изменились, надо делать ставку на национальные силы. Они на эти силы сделали, они признали эти республики. Как потом с этими республиками поступили, это другой вопрос. Да, обманули, да, ликвидировали всех национальных лидеров национального движения, да, но на тот момент они сделали правильно. Они почувствовали вот это новое веяние времени, сделали ставку на национальные силы и победили. Колчак был разбит, белое движение рухнуло. И вот сегодня то же самое. Те, кто не поймет, что ту Россию, которая сегодня доживает свои последние вот дни, кто попытается ее вернуть, они проиграют. Той России, которую мы сейчас все знаем, той России уже больше не будет. Она никогда уже не будет в том состоянии, в котором сейчас находится. Она развалится на несколько десятков государств. Я в этом глубоко убежден. И вот те люди, которые будут мешать этому, они проиграют. А те люди, которые будут работать, двигаться, бороться за новые государства, которые образуются на построссийском пространстве, те победят. И те люди, которые будут бороться за Республику Башкортостан, за башкирскую политическую партию, они победят. Потому что правда за нами, нас ждет свободный, независимый, процветающий Башкортостан. Так будет. На этом все. До скорых встреч.